В России более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более половины. Приволжский федеральный округ, к сожалению, не исключение. Впрочем, наша республика в черный список не попала. Так, за последние несколько лет, благодаря региональной программе по капремонту, удалось значительно увеличить объемы по замене подъемников в жилом фонде. На реализацию программы нужны огромные деньги. Стоимость одного лифта примерно 3 миллиона рублей. Напомню, проблема состоит в том, что все подъемные устройства в жилых домах, отслужившие четверть века, необходимо заменить, либо остановить. Эксплуатировать их просто опасно. Можно получить лифт на тот свет. С импортом подъемных устройств, как вы догадываетесь, все достаточно сложно. Но в Татарстане имеют опыт радикального решения острых проблем. В Зеленодольском районе на неделе торжественно открыли новый завод. Здесь будет представлена, что называется, вся линейка моделей от класса эконом до тяжелого люкса. Татьяна Тимошенко все увидела своими глазами. Лифтовая отрасль – одна из самых динамичных развивающихся отраслей в связи с уходом западных компаний. Наша компания 20 лет шла к этому проекту и вложила очень много сил, скажем так. Эта история скорее похожа на семейную сагу. Отец генерального директора проработал в лифтовом хозяйстве более 50 лет и начинал обычным электромехаником. В начале нулевых создал предприятие по монтажу и сервису, бизнес развивался, и его дочь Гульшат Загидуллина всегда была рядом. Идея построить свой завод, свои лифты начала воплощаться 4 года назад, когда и был заложен завод. Инвестиции в 350 миллионов рублей, введение санкций, резкий скачок на материалы и металл и понимание – Татлифт будет отечественным. У нас есть конструкторско-технический отдел, у нас своя собственная конструкторская документация. Мы открыли только первый этап нашего производства. На самом деле у нас в будущем будет еще второй этап, в котором мы планируем собственную испытательную башню и локализацию всех узлов для того, чтобы полностью импорта заместить всю продукцию. То есть локализация будет более 95%. А сейчас? На данный момент до 80. Мы довели локализацию до 80. То есть предприятия полностью выпускают кабины, двери. Полностью у нас также ведется сборка станций, систем управления. У нас собственная конструкторская документация на привод дверей. Что касается электроники, это и мозги лифта, и его сердце. Сейчас возможности кажутся излишними, но встраиваемость лифта в персональную систему умного дома, например, гарантирует, что пока вы заходите в подъезд или надеваете пальто, лифт уже будет ждать вас на посадочной площадке. Это российский производитель, город Екатеринбург. Мы просто ее локализовали сборку у себя. То есть, а так в дальнейшем у нас уже ведется разработка собственной станции управления. Сейчас определенные испытания происходят. То есть далее будем уже производить свои собственные станции управления. По данным Минстроя, весной этого года в стране более 600 тысяч лифтов. В жилом фонде заменить необходимо 78 тысяч. Или остановить. Выходит срок эксплуатации в четверть века. Одна из сложных ситуаций в Приволжском федеральном округе, но Татарстан в антирейтинг не попал. Массовая замена в Казани, например, с дополнительным финансированием была 10 лет назад. В этом году заменит 144 лифта в районе Азина. В 2025 году у нас возникает проблема, то, что из эксплуатации выходит 302 лифта на замену. Это практически 40% от всего бюджета капитального ремонта. В районе где-то 910 миллионов мы должны потратить на ремонт. И, к сожалению, это выведет тем, что придется не ремонтировать кровли, фасады, инженерные системы. Лифт не только средство передвижения, но механизм повышенной опасности. В прошлом году в Казани произошло 2 ЧП. С 9-го этажа лифта, внутри которого было 7 человек, работники скорой помощи, пациент на носилках, начал спуск вниз с огромной скоростью. Люди получили компрессионные травмы. В ходе следствия выяснилось, что лифт не выдержал перегруз. На улице Спартаковской в Казани с 8-го этажа также сорвался лифт. С девушкой внутри остановился между первым и вторым этажами. Как выяснилось, сработала экстренная остановка механизма. В обоих случаях лифты были исправны. До избрания депутатом Государственной Думы Марат Нуриев долгое время возглавлял одну из крупнейших управляющих компаний Казани. Возможности подъемников его удивили. Здесь надо только радоваться и завидовать белой завистью. И самое главное, сохранить надо.
Одно дело вот установить, я видел там и кабины такие дорогие, очень интересные, хорошие. Вот, это же я представляю, какая радость, как вот дети там, значит, себя там увидят, там зеркало, там и девушка, женщина там любит, там селфи делать, да. Все сделано, но главное сохранить. Лифты бывают разные по грузоподъемности, скорости, плавности и интерьеру. Гузелия Натфулина в промышленный дизайн пришла из интерьерного. Для нее лифт – это не кабина для передвижения между этажами, а продолжение пространства. Гузель, вы в Италии учились дизайну? Да, я проходила там стажировку. Мы ездили по фабрикам, смотрели их опыт, частично переняли их как к себе. И вот такая у нас красота получилась. Натуральные пластины агата подсвечиваются изнутри. И это, конечно, эксклюзив. Здесь вот каждый камушек, он между собой склеен при помощи эпоксидной смолы, которая в себя уже тоже, туда добавляет сусальное золото. То есть золотые лифты – это не выдумка? Нет, это не выдумка. За время строительства лифтового завода в республике объем инвестиций вырос почти в 3 раза. Команду около 200 человек собирали по всей стране инженеры, механики, Москва, Екатеринбург. В этом подразделении почти все из Саратова. Свои специалисты, выпускники Энергоуниверситета, КАИК, ХТИ. В России около 20 заводов, выпускающих лифты. В лидерах же производства американцы, финны, немцы и, конечно, китайцы. Допустим, если вот пока сравнивать с Мерседесом... Мы... хороший японский средний класс автомобиль, то есть достойного обращения. То есть можно... выше среднего сегмента. Да, конечно, да. Татлифт уже сейчас готов выпускать 1500 пассажирских и грузопассажирских подъемников в год. В планах довести до 3000, выйти на производство высокоскоростных лифтов. Мы все это завозили, покупали, хотя мы один из крупнейших строителей жилья. И сегодня лифты в современных условиях, рынок открылся, надо собственного производства лифты. Уже сейчас завод заключил договоры на поставку с Казанью и Шкаралой. Крупный заказ уже этим летом отправится в Индию. И пусть торжественный пуск виртуального лифта пришлось подкорректировать, у главы Зеленодольского района надежды на новый завод гораздо шире, чем налоги, новые рабочие места и перспективы развития в профессиональном техническом образовании. Инвестиции во время, когда люди не проводят часы в пробках и дороги, не уезжают на вахты. Когда от работы до дома рукой подать, семьи становятся крепче. Мы, во-первых, большой район, и район уже с традициями. У нас много инженеров, специалистов технических направлений. У нас еще пока, к сожалению, остается маятниковая миграция, и часть людей уезжает на поиски работы в другие города. Нам бы хотелось создать максимальное количество рабочих мест рядом с местами проживания наших людей. У руководства первого в Татарстане лифтового завода четкий план по развитию производства на ближайшую пятилетку. Учитывая опережающие темпы строительства в республике, он вполне оправдан. Только вверх в республике намерены построить и высотную испытательную башню, которая может стать центром компетенций не только регионального масштаба. Татьяна Тимошенко, Булат Абдульманов, Роман Безменов, 7 дней.